Недалеко от трассы Минск-Гродно, каля вёскі Гарані, стоит вот такі вот дот. Гэты дот – это такое, знаете, прямое напоминание про то, что мы с вами потиху, покрыху подъезжаем до старой советско-польской границы. Вот гэтыя доты, яны были заливаны в 1930-е годы, когда тут стваралась линия обороны от советско-латвийской до советско-румынской границы вздолж советско-польской. Зараз мы ее называем линия Сталина. 22 ура было, 22 укрепрайона, но вот один из этих уров, он назывался Минский. Ввогуле нагадаю, что ровно 110 годов тому назад, в 1914 году, начинается Первая сусветная война, в которую влезло 38 держав. За 4 годы этой войсковой авантюры 10 миллионов загинувших, 20 миллионов пораненных и увечных. Такого несчастья, такого горя Европа не ведала в своих историях. 4 империи рухнули. Это австро-венгерская, это османская, это германская и это российская. В 17 году в России до влады приходят большевики. Так само далее тягнется громадянская война 17-21 годы. Так само вот на этих землях 19-20 год идет польско-советская война. И в конце концов, знаете, когда уже баки тратили свой потенциал, и стало зразумело, что ни один, ни другой бок как бы переломный, как бы не сможет сделать перелом этой войне, то начались уже консультации. Они с осени 20-го протягнулись зимой 21-го и вышли на подписание мирного договора 18 соковика 1921 года. По этому мирному договору перекраились границы Усходней Европы. Так, ты ускрайки Российской империи, которые сдолели створить свое войско, их подтримали, например, там Антанта и так далее. Де юре были объявлены незалежными, як то Финляндия, як то Эстония, Латвия, Литва. Польща, которая не была на карте Европы 125 годов, она так само отримала незалежность, юридично уже. У нас была иншая ситуация, Беларусь поделили пополам. Усход пошел в Советский Союз, а Заход пошел под Польшу Пилсудскую. И мы с вами потиху подъезжаем до того места, где проходила державная межа с 1921 по 1939 годы. Так, сябры, зараз мы знаете, что самому цікаво пролезть сюда, поглядеть, ці можно тут улезть гэты дот, ці не можно. Вот тут видать, что тут есть некий уваход. Трошки тут такого, видать, что уже в землю влезла не 1 метр вся эта конструкция. Ну вот мы с вами пролазим. Вот тут некая ямина. Видать, что, может быть, что-то там скидывали туда. Ну и там далее уже не полезут туда, как, знаете, как голову не скрутить. Але направо там будет уже зала, в которой будет уже пулеметное гнездо. Ну вот с іншого боку так само можно поглядеть. Тут уже, знаете, кустами зарастает еще. Ну, але тем не меньше, когда вот влезть, или постараться. Вот тут эта ямина, которую мы с вами уже проходили. Вот это вот дверь, которую мы пролазили. И зараз тут есть вот заход. Заход в само кулеметное гнездо. Вот оно. Само это гнездо. Ну и вот тут такая была зала, где стояли кулеметы. Вот несколько нишек стрелковых. Покои, которые тут были рядом. Ну и вот тут вот красноармейцы так были на дежурстве. И зараз мы с вами стоим под знаком Воложенский район, то есть граница Минского и Воложенского районов. Это есть место, конкретно то место, где с 1921 по 1939 годы проходила державная межа поміж Советским Союзом и Польшей. Вот ходите, я вам нечто покажу, ходите. И вот гляньте, бачите, вот это место, тут виднеется такое вот багна, некие кусты. Вот это и была граница тут, на этом месте. 10 метров от знака Воложенский район. То есть тут, это берег, где мы с вами стоим, был советский, а той берег уже за хмызою, где вот и растут древы, это уже был берег польский. А у 1,5 километрах от границы, на которой мы с вами были, находится местечко Раков. Раков, які в межвоенный период называли столицей польских контрабандистов. И вот одразу тут, как мы с вами въезжаем с Минской трассы на Раков, тут на ускрайку местечка стоит церквочка, которая была растягнута тракторами еще в 1950-е годы, але местный настоятель Сергей Лепин, и он вырашил по старых фотоздымках обновить эту церкву. И вот зараз, когда вы бачите, за моей спиной стоит сама церквочка, трошки збоку кринічка. Сюди, до речі, люди вельми люблять приїжджати, брати водичку отсюль. І з іншого боку стоїть ще купель. Вот такий вот комплекс. Тут он з'явився уже несколько годов тому назад на ускрайку Ракова. И вот, видите, граница стала таким, знаете, водоразделом, потому что там сзаду, на советской территории, за того, что была революция, там и купечество, и помещики, может быть, буржуазия, некто съехал, некто загинул в громадянскую войну. То есть там пока что еще была разруха, и только-только становится новая система господарения. А на заходней части, дякуючи принципам капитализма, не глядя на то, что тут прошли 2 войны, то есть фронт стоял под Крывом в Первую сусветную войну, и плюс еще советско-польская. Фронт ходил в один бок, другий бок в 19-20 году. Тем не меньше, вельми хутка склады и магазины были заполнены товаром заходним. Вот вы николи не думали, чему вот бабки на Заходней Беларуси называют ровер, велосипеды называют ровером. А тому, что британская фирма Rover
заполонила в 20-е годы весь рынок велосипедов тут на Западной Беларуси. И так позиции подобные можно их бы ширить и ширить. Так вот, там на всходе был дефицит товара, там только экономика перестраивалась, только Ленин объявил НЭП, новую экономическую политику, а тут их бы заходние фирмы, заходние корпорации они заполонили рынок полностью. Такое могло быть, что, вы знаете, у людей не было грошей, как купляти, потому что вельми великая безработица была тут на этом Баку, на польском 1920-е годы. Але то, что товар был, это факт. І тому атрымалася такая ситуация, что тут товар есть, его есть шмат, а на тым боку товара по шмат таким позициям был провал. И бачите, где с одного боку шмат, с другого боку мало, то, отповедно, находятся люди, которые могут перенести там, где шмат, у той бок, где мало. И вот мясцовые раковские хлопцы, Юзик, Казик, Янок, Стасик, Франок и так далее по списку, и оно становится мясцовыми контрабандистами на початку 20-х годов. Вы знаете, может быть, мы и не знали про этих всех Юзиков, Казиков, Франоков, мясцовых контрабандистов, але пашанцавала в тым плане, что тут в межвоенный период на початку 20-х годов орудовал такой персонаж, которого звали Сергей Писецкий. Кто он был такой? Он был контрабандист, налетчик, агент польской разведки. И вот на початку 20-х годов и он тут так само займаўся контрабандой. И он носился праз границу и так далее. Но мы и про его, конечно, не знали, калі б ён пасля пасадкі, калі он уже адбываў наказанне в тюрьме, калі б ён в тюрьме не вырашыў написать роман про раковских контрабандистов. И в конце концов он написал этот роман, мало того, что написал, на конкурсе литературном он взял первое место, был надрукаваны и произвел в Польше в 1937 году фурор. Этот роман назывался «Каханок Великой Медведицы». И вот этот роман, он стал автобиографичным у лёсе Сергея Писецкого. Чему? Тому, что он описывает тут раковские контрабанды, раковских персонажей, раковских контрабандистов, сам Раков, его уклады, в околице, там, знаете, Волма, Выгони, Чудушкова. То есть все эти околицы, которые тут есть вокруг Раков. Таким чином, роман не просто становится литературным твором, а этот роман становится твором, который конкретно привязан до вот этого местечка, до местечка Раков. И тому, знаете, не выпадком вот этот вот камень, докладнее плита мемориальная, и она была поставлена в 2019 году, когда проходит тут такой фестиваль национальных культур. И вот как бы в рамках этого фестиваля национальных культур был поставлена вот эта вот памятная дошка про Сергея Писецкого и про его роман «Каханок Великой Медведицы». Тут кепска видателя написано «Мары для людей есть найвялікшая каштоўнасць. З іх нараджаюцца герои». Сергей Писецкий и его роман «Каханок Великой Медведицы». А зараз мы с вами, до речі, от літерально каля этого каменя пару сот метров знаходяться старые могилки католицкие. И зараз мы с вами поглядим, что часом отбывалось с этими контрабандистами, которые ходили праз границу и носили нелегальный товар. Ведаце, здаецца, что граница, контрабандисты, это такая романтика, они носят товар, они зарабатывают там кассу, они после на эту кассу гуляют у кабаках, у барах, то есть, как бы, ну, в принципе, у Писецкого так как бы на весь в романе это проходит. Але варто зайти на раковские могилки, и все это предстоит трошки зусім іншым світле. Вот целая аллея, которая тут есть, вот гляньте, ласка. Вот тут Августин Ступкевич, жил он 26 годов и помер в 1934 году. Ступкевич, запомните прозвище. Вот Чернявский был Юзик, так само у 35 году, 30 годов ему был, как он помер. Я не знаю, может быть, это іншая драма была, але тым не менш, это ураживает то, что одни даты смерти и плюс-минус хлопцы, и плюс-минус, ну, знаете, молодые мужчины. Вот тут написано, бачите, Славуч Лысак, и так само 35-й год дата смерти. Далее мы с вами идем, так само, вот, Барановский, бачите, 23 года, в 32 году помер. А вот гляньте, вот там был Ступкевич, Августин, а тут Казимир Ступкевич, бачите? И тут написано, что та же самая 1934 год, 28 годов, там 26 было, и написано «Змарł трагічна», то есть загинул трагично. А як он мог загинуть трагично, да еще со своим родным братом? Ну, цалком магчыма, что это было гранично. Это вот кошт, вот эта цена, вот этой границы, переноса контрабанды, праз мяжу, знаете, такая форса, легкие гроши и так далее. Вот целая аллея молодых мужчин раковских, которые тут полегли в 1934-1935 году.